говорят, одежду шьет, занимается стряпнёй какой-то. Решила вдруг зайти ко мне. С чего это? В 12, считай ночью. Объявилась вдруг. Что ж она хочет? Ну пусть только заикнется об этих двух. Рот свой откроет тут в прихожей или позже на кухне. Да как она может вслух при мне говорить такое? Хотя нет, наверное, там что-то другое. Первый, ну не знаю, чисто цивильный, жирный, заточка как в американском фильме. Доход стабильный, устроил ее в фирме. Поднял зад и побежал в ювелирный. Второй это вообще прозрачный свитерок с вырезом. Полупидорок такой, гелем вылизан, кремом вымазан. Откуда вылез он? Из книги редких видов выписан. Пусть только заикнется об этих двух. Чей-то брат, кому-то просто друг. Не переношу на дух. Веселая компания, ребята, короче, все понятно, очень приятно. Чё я завожусь опять? Бред, прошло уже 100 лет. Слышал, что одежда какая-то там, фирма, еще кулинария в кафе. Ну чё, молодчина, значит есть слова, значит есть порядок в голове. Хуже ж никому не станет, воспоминаний хватит этих нежностей, грубостей, всякой ерунды в сущности. Было время, я жил внутри таких глупостей. Встреча состоялась напряженная, восстановленные клетки были вновь пораженными. Претензии застали врасплох. Слеп, глуп, туп, скуп, групп, рэп, все вслух, вздох, всхлип. Ты нет, а он смог, просто друг. Врешь, от слез тушь. Что ж, привел подруг, сук, стоп, без рук, не трожь, не трожь. Столик полетел к чертям, в стену пульта телека. Сцена с вывернутыми карманами, истерика. Пинайте ногой по звуковой плате. Половина группы на разорванном плакате. Двери с грохотом, соседи с ропотом. Снова вот она, стеклить опять будет, кто потом? А ведь не так сильно сейчас, отвечаю шепотом. Прошлый раз вы помните, все приходит с опытом.